Судебный процесс над Абдулькадиром Япчаном, обвиняемым китайскими властями в терроризме, перенесен. Суд принял решение продлить домашний арест до следующего слушания, которое состоится 3 мая. На судебном процессе, состоявшемся вчера в Стамбульском уголовном суде номер 29, присутствовало большое количество адвокатов и простых граждан. Свидетели дали показания, в которых указали, что Япчан не причастен к какому-либо террористическому действию и что в случае его выдачи Китаю он будет казнен. Китай, игнорирующий призывы закрыть лагеря перевоспитания, задержал 17 уйгуров, являющихся гражданами Австралии. По сообщениям Евроньюз, задержанные уйгуры содержатся в тюрьмах, и по некоторым данным, часть из них находится под домашним арестом. Родные задержанных обратились к адвокату Нургуль Сауд, проживающей в Австралии, и выразили свою обеспокоенность за судьбы своих близких. У задержанных была бессрочная прописка и семейные визы. Уйгурские иммигранты по всему миру запустили акцию «Я тоже уйгур». Они потребовали от китайских властей обнародовать видео их пропавших родных, так же как Пекин выложил видео Абдурахима Хеита, ранее объявленного убитым. Россия планирует временно отключиться от глобальной сети интернет для выявления уязвимости от вероятных кибератак. По сообщениям РБК, для предотвращения атак в России будут приняты беспрекословные меры. Юлия Тимошенко в случае победы на выборах пообещала вернуть Крым. Тимошенко заявила, что не ограничится возвратом Крыма и Донбасса, но добьется признания России как захватчика и заставит Москву возместить нанесенный ущерб.